Вот в ответе, Ахмад, ты уже озвучил наперед несколько тем, которые мы запланировали обсудить. Значит, в том числе, значит, вопрос Горской республики, значит, поездка министра иностранных дел Чеченской республики Ичкерия в США. Но все-таки я по этим темам дополнительно задам вопросы. Значит, во-первых, вот Горская республика, о которой ты упомянул, как ты сам уточнил, значит, очень много пошло вот разговоров, что это какое-то унитарное государство, которое пока не существует. Почему мы должны, значит, оставить свою легитимность, свой суверенитет, свою независимость и теперь как бы говорить от этой Горской республики. Вот эти вопросы, значит, они сегодня поднялись. Значит, суверенитет самой Чеченской республики Ичкерия и легитимность, значит, вот всех этих других регионов Северного Кавказа. Там еще не прошли те процессы, которые, значит, уже прошли и утверждены, и признаны в Чеченской республике Ичкерия, значит, в стремлении за независимость. Вот как с этим вопросом поступать и как это вообще рассматривать с твоей точки зрения? В первую очередь нужно понимать, что об этом только просто сказано на сегодняшний день. Конечно, это долгий процесс. Конечно, это политический процесс, который должен проходить. Но для того, чтобы реализовать какую-либо инициативу, идею или позицию, или начать какой-то политический процесс, сначала должна быть форма и видение, вот что мы хотим. Вот в данном случае, если народы Северного Кавказа, народы, скажем так, народы Кавказа, даже не Северного Кавказа, это уже Россия как империя, когда она вторглась на Кавказ, она разделила нас, Кавказ, она разделила на юг Кавказа и на север Кавказа. Хотя это единый организм. Кавказ ни южный, ни северный. Кавказ, он един. И он, это общность народов, это общность культуры, общность всего, чтобы это как единый организм, его и нужно рассматривать. И даже вот когда мы говорим о проекте конфедерации, естественно, все эти вопросы будут касаться уже существующих независимых государств тоже, то есть Грузия, Азербайджан, Армения. Они должны будут принимать участие в этих процессах, в этом процессе. И вот как все это будет развиваться после потери влияния России в этом регионе. И все, естественно, там, чтобы это все развивалось стабильно и безболезненно, бескровно, заинтересованы три страны, о которых я вам назвал только что. Это Америка, Соединенные Штаты Америки, которые находятся уже на Кавказе. Это Турция, которая присутствует на Кавказе. И сегодня Украина, которая, являясь лидером свободного мира, очень заинтересована в том, чтобы там была стабильность и стабильность в этом регионе. И поэтому все три страны, они, в принципе, кровно заинтересованы не в дестабилизации этого региона, а сохранении и стабильности и создании там абсолютно свободного, стабильного государственного образования. И поэтому я уверен в том, что этот проект имеет перспективу и что он будет реализован. И я уверен в том, что народы, заселяющие сегодня Кавказ, эти народности, они в первую очередь будут заинтересованы в том, чтобы это государственное образование состоялось. Не сами по себе субъекты 3000, 4000, 10 тысяч, 5 тысяч, 12 тысяч, 17 тысяч квадратных километров, а это целый регион, куда будут входить многие народности и многие республики. Но они войдут туда в качестве субъектов конфедерации. А для того, чтобы они могли стать субъектами этой конфедерации, они сначала должны пройти форму становления субъектов международного права, независимыми, суверенными, пусть и маленькими, но государствами. И вот как маленькое государственное образование, они могут входить в эту конфедерацию. И в нашем случае, да, на сегодняшний день только Чеченская республика имеет такой статус независимого государства. А другие государства и другие народности, которые сегодня заявляют о желании войти в эту структуру, они должны будут пройти определенные процедуры и пройти
определенные политические процессы там должны произойти и пройти. И поэтому это вопрос будущего. Мы сейчас говорим только о нашем видении устройства Кавказа. И это не мое видение, и я не первый, кто озвучил это. Вы знаете, с момента сразу же, как только каким-то образом ослабевало влияние России на Кавказе, сразу же вопрос становился о конфедерации кавказских народов и Кавказских республик. Первым это был тот период, о котором я вам говорю, Кавказская республика. Второй раз это произошло в 90-е годы, была создана конфедерация народов Северного Кавказа. Дальше уже, когда этот проект, который находился под стопроцентным контролем ФСБ, когда они отторгли части Грузии, от Грузии, Абхазию и Северную Осетию, Южную Осетию, этот проект, и когда началась война в Чечне, этот проект перестал существовать. То есть руководитель Шанибов, он заявил о том, что дальше этот проект замораживается. А министр обороны этого проекта, этого Кавказской Федерации народов Северного Кавказа, министр обороны Юсуп Сасламбеков, он переехал в Москву и жил там. В принципе, уже абсолютно было всем понятно, какую позицию он занимает в этот период. И поэтому третий раз, это Жохар Дудаев и Зият Гамсахурди в 92-е годы, они заговорили о создании общекавказского дома. Это тоже был проект, куда должны были вступить все 4 страны. Это Грузия, Азербайджан, Армения и Чеченская республика. Ну, вы помните, что там произошло. И в Азербайджане смена руководства, и в Грузии смена руководства, и в Армении, которые, в принципе, тогда же они разрушили все это, начав войну в Чечне, и после этого физически ликвидировав нашего первого президента Жохара Дудаева. И, естественно, сегодня тоже это возникает идея у этих народов, необходимость создания конфедеративного государства, оно просто на поверхности. И поэтому вопрос только в том, Чеченская республика или чеченцы будут участвовать в этом проекте или нет. И другой вопрос, Чеченская республика и чеченский народ возглавят этот процесс или нет. Вот только лишь в этом, что я уверен в том, что чеченцы, у них есть все полномочия и все возможности возглавить этот процесс, чтобы в этот процесс, в этот проект поверила и Соединенные Штаты Америки, и Турция, и Украина.